Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о страшной аварии в Тукаевском районе и подробности наезда на подростка в Лаишевском. Покажем мужчину, который минувшей ночью не давал отдохнуть жителям целого двора. Я суетолог же, суетолог я. И зачем он это делал? Я включил очень громко музыку и слушал на весь двор. А также хроника дорожных происшествий. Свободная полоса была, я и развернулась. Это и не только. Прямо сейчас. 11-летний ребенок погиб, еще 4 человека пострадали в результате аварии на трассе М7 возле набережных Челнов. В половине 11 утра на повороте в сторону деревни Тагаева столкнулись грузовик «Валдай» и легковой «Хендай». По предварительным данным, 39-летняя автоледи за рулем иномарки выехала на встречную полосу и лоб в лоб врезалась в грузовик. От удара оба автомобиля искорежило до неузнаваемости. «Валдай» выбросила в кювет, весь груз разбросала по обочине. В результате аварии 11-летний мальчик, сын водителя легковушки, скончался на месте. Автоледи с двумя другими ее детьми 14 и 3,5 лет госпитализировали. Также пострадал и водитель «Валдая». У него диагностировали перелом плеча. Бил машины, плевал в полицейских и предлагал прохожим наркотики. Во дворе одного из домов на улице Меридианная полицейские задержали мужчину, который единолично устроил представление на весь двор. Жители рады были бы всего этого не видеть, только управы на молодого человека найти не могут. Соседи рассказывают, что подобные перформансы он устраивает регулярно. Алия Хайрудинова убедилась, что сам себя он не зря называет суетологом. Я суетолог же, суетолог я. Суету навожу, дорого. Посмотреть на представление собрался чуть ли не весь двор. В числе приглашенных были и сотрудники полиции. На разогреве звезда российской поп-музыки. Насладиться ее творчеством сперва можно было вблизи автомобиля гвоздя программы этого вечера. Но потом он решил, что круг зрителей слишком мал и прибавил громкость едва ли не на максимум. Понравилось не всем. Я включил очень громко музыку и слушал на весь двор. Музыка хорошая, играла Света. Мы в машине у тебя целуемся, перед встречей каждый раз волнуемся. Короче, вот, приезжать, мешать мне со Светой целоваться в машине. Как говорят соседи, целоваться хоть со Светой, хоть с кем угодно парень мог и в тишине. Жители ближайших домов, а поневоле и зрители этого концерта не понимали, почему реквизит в виде автомобиля молодой человек выставил на для него сцене, для остальных дворе, так что перекрыл въезд. В зрительном зале артист зажег огонь возмущения. Сперва была словесная перепалка, затем угрозы со стороны выступающего, потом приезд специально приглашенных зрителями гостей. Но их появление у самодеятельного артиста вызвало прилив творческих сил и поток оскорблений. Когда они иссякли, в ход пошли слюни. После плевков в страже порядка амплитуду движений выступающего пришлось несколько ограничить. Но заканчивать шоу он и не думал. У меня в машине гашиш есть, будешь? Гидропоника будешь? Не говорю. Меф, занюхаемся? Занюхаемся, крошка. Сейчас в клуб рванем, у меня свой клуб же. Местные жители говорят, что жалуются в полицию на подобные выступления уже несколько недель. К тому же часто такие перформансы несут за собой материальный ущерб. Уверяют, для него не привыкать разбить припаркованную машину, хоть свою, хоть чужую. Давай, Как остановить концерты, невольными зрителями которых становятся местные жители, не знают, но терпеть это дальше сил уже нет. Начал просто при нее бить ногой. Вот эту? Да. 40? Ага. Да, и сказал, говорит, ты здесь поставишь, с тобой, говорит, стоит машина та же самая. И вы брали машину? Ну, конечно. То есть машина не моя. Впрочем, были и те, кто мужчине сочувствовал. Вообще человек был хороший. То есть он был адекватный. Он 3 раза в месяц я его видел, мало пьяного. То есть он был всегда адекватный. А сейчас как считаете? А? А сейчас как считаете? Сейчас его кто-то посадил на что-то, неадекватного. Мне его человека жалко. На бис его не вызывали. Вызывали для теста на употребление алкоголя. Очевидцы сообщили автоинспекторам, что свой автомобиль он переставлял. От процедуры парень не отказался, превратив ее в продолжение представления. Ой, что ты рукой потрогал, а ты вдруг спирт дай это трогал. А ты спирт не трогал? Нет. Дай тебя пальцы понюхай. Все.
Состояние алкогольного опьянения установлено. Огонь! Молодого человека в итоге увезли в больницу для медицинского освидетельствования на наличие в крови запрещенных веществ. К слову, по некоторым данным, за последний месяц он неоднократно попадался за рулем в нетрезвом виде. Но суда пока не было, и водительского удостоверения его еще не лишали. Не исключено, что в этот раз на него могут возбудить уже уголовное дело за оскорбление полицейских. Алия Хайрудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин. Вызов 112. 73-летняя пенсионерка погибла от рук собственного сына. Как установили следователи, трагедия произошла 18 июня в одном из садовых товариществ в Верхнеуслонском районе. Согласно уголовному делу, 46-летний казанец до смерти избил свою больную мать. Женщина была прикована к постели и не смогла оказать сопротивление. Когда на место прибыли полицейские, мужчина предложил стражам порядка 78 тысяч рублей, чтобы они не обращали внимания на очевидные вещи. Мужчину сразу же задержали, свою вину он не признал. Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, а также покушение на дачу взятки. Причастность к совершению преступления он признал частично. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. 13-летний житель Казани сбил 15-летнего подростка в поселке Боровое-Матюшино. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как водитель автомобиля «Жигули» ехал прямо по улице Садовая. В какой-то момент легковушка сдала назад и наехала на мальчика. После ДТП водитель скрылся с места происшествия. Спустя время в полицию обратилась мать пострадавшего. Водителя быстро задержали. Подросток рассказал, что наехал на пешехода случайно, якобы не справился с управлением. Будучи допрошен в качестве свидетеля, он показал, что, двигаясь на автомобиле, попытался поговорить с молодым человеком, однако не справился с управлением, в результате чего врезался в своего сверстника. Кроме того, в настоящий момент установлено, что в результате наезда ребенок получил ушибы и ссадину. Следствие полагает, что подобное стало возможным в результате того, что неустановленное лицо обучило навыкам управления автомобилем подростка, а в дальнейшем передало его в его распоряжение. Также подросток пояснил, что приобрел автомобиль на деньги, вырученные с продажи айфона. О покупке якобы не знали даже родители. Как установили следователи, сейчас автомобиль зарегистрирован на пожилую женщину, жительницу соседнего региона. Было возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего». Кроме того, не исключено, что к административной ответственности будут привлечены и родители мальчика. Форд и Инфинити не смогли разъехаться на улице Дубравная. После столкновения одна из иномарок вылетела с дороги и снесла забор. Оба водителя в произошедшем винили друг друга. Какие аргументы приводили стороны и почему никто не стал брать на себя ответственность, знает Вероника Гайнудинова. После столкновения с «Инфинити» «Форд» снес металлические ограждения, которые чудом не повредили встречные автомобили. Авария произошла после того, как женщина за рулем «Форда» стала разворачиваться. Вы оттуда разворачивались перед ним, да, получается? Ну да. Вы не пропустили? Почему не пропустил? Свободная полоса была, я и развернулась. Чего это я буду разворачиваться, если машина едет? Я его не видела, он на скорости прилетел. Как рассказывает женщина, она убедилась, что не создает никому помех, а водитель «Инфинити» сильно превысил скорость. И увидеть его она просто никак не могла. Мужчина же считал, что ему банально не предоставили преимущества на дороге. Участники ДТП так и не пришли к единому мнению о виновнике и после приезда сотрудников госавтоинспекции. Это явная вина уже зафиксирована просто на прицеле. А вы просто ехали прямо, да? Да, по своей полосе. Скорость какая у вас была? 55. Сейчас уже 55, было побольше, когда мне говорили. Да, конечно. Вы сейчас много чего говорите. Ну, конечно. По правилам дорожного движения при развороте водители обязаны пропустить встречные машины. Если автоинспекторы установят, что скорость водителя «Инфинити» была в пределах нормы, то виновной в ДТП, скорее всего, признают женщину, управлявшую «Фордом». Вероника Гайнудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Мотоцикл сгорел дотла. Сегодня утром на проспекте Победы, как рассказали очевидцы, байкер не справился с управлением, задел бордюр, после чего мотоцикл выкинуло на обочину, и он вспыхнул. К счастью, мотоциклист смог избежать травм. Помощь медиков ему не понадобилась. Сейчас в городской автоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.